Ученые и священнослужители отметили 70-летие Чебоксарско-Чувашской епархии. Региональная научно-практическая конференция, посвященная истории и современному состоянию православия в республике, состоялась в Чувашском государственном университете. Впервые в своей истории православную конференцию принял Чувашский государственный университет. Идею организовать форум, посвященный юбилею епархии, выдвинула научная интеллигенция. На мой взгляд, такие конференции должны быть ежегодными, чтобы интеллигенция, общественность научная и культурная видела, что церковь – это не какой-то такой институт, где только заставляют каяться в грехах, молиться, это тоже важно очень, но и ведет важную, большую культурную работу, как оно всегда было. Ведь клирик и ученый, они, в общем, в социологическом плане где-то рядом стоят. Благословил проведение конференции митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Поддержала инициативу Общественной палаты Чувашии. В аудиториях историко-географического факультета ЧГУ собрались участники, представляющие различные научные и культурные сферы и разные регионы. Это представители Госархива Республики Бурятия, представители Республики Татарстан. С нами присутствует Москва, в частности Московская православная духовная академия, Союз писателей Российской Федерации. И здесь приветствие просил передать секретарь Союза писателей Анисов Лев Михайлович. Ученые и священнослужители, архивисты и музейщики, библиотекари и специалисты, работающие на ниве сохранения культурного наследия, представили доклады, посвященные истории храмов и монастырей, устройству церковной жизни, христианскому просвещению, культурному и просветительскому значению православия для Чувашской республики. Сегодня, как и в предыдущие десятилетия, главной целью епархиального служения остается духовное воспитание. Главное – это не храмы, да, а чего в храмах бывает. И если храм пустой, души в нем нет, верующих нет, благочестивых, он пустой. Именно с храмом надо возрождать и души людей обязательно. Зинаида Паршагина, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.